Цель сегодняшнего нашего маршрута — деревни Пожня Сосногорского района Республики Коми. В своем видео мы воспользуемся пересказом Анны Сивковой книги «Пожня. Большая жизнь малой родины», написанной краеведом, жителем Сосногорска Валерием Хозяиновым. Годом основания деревни Пожни считается 1813 год. Тогда трое крестьян из деревни Злоба, что возле села Мохча, Иов Артеев, Григорий Артеев и Иван Хозяинов, поднялись по реке Ижме до границы Архангельской и Вологодской губерний, и на живописное излучине бросили якорь, чтобы здесь свить гнездо. Свой починок ижемские крестьяне назвали громко «Велика Пожня», и принялись обустраивать приглянувшийся уголок. А между тем эти места на севере Европы были обитаемы уже в X-XI веках. Самым ярким вещественным доказательством этому стал клад, обнаруженный вблизи Пожни в конце XIX века. В укромном месте один из обитателей окрестностей деревушки когда-то спрятал фигурки языческих богов, сделанных в виде людей, зверей и неведомых существ. Кому конкретно выпала удача найти этот схрон, история умалчивает. Известно лишь, что предметы великопожненского клада были выкуплены купцом и коллекционером Петром Ивановичем Щукиным. А сейчас более 30 предметов с зооморфными изображениями хранятся в Государственном историческом музее в Москве и Питерском Эрмитаже. По границе двух северных губерний, на которые и выросла Пожня, пролегали маршруты различных экспедиций. Здесь в 1843 году останавливался путешественник, родитель российского севера Василий Николаевич Латкин. Окаймленное со всех сторон большими лугами Пожнями селение в 1865 году впечатлило архангельского исследователя Язовских. В Архангельских губернских ведомостях он опубликовал очерк со статистическими выкладками. Поведал и любопытную историю об обосновавшемся в этих местах в конце XVIII века беглом промышленнике Сараеве. В прибрежном ущелье он якобы устроил секретную кузницу, где занимался изготовлением белого пороха. Незаменимый для северных охотников материал доморощенный алхимик изготавливал из серного колчедана, которым были богаты берега реки Ижмы. В начале 20 века месторождением серного колчедана близ Пожни заинтересовалось руководство знаменитого Путиловского завода в Санкт-Петербурге, снарядившего сюда экспедицию. Ее участник горный техник Ватполин вел дневники, в которых упомянул, как, выезжая из Пожни вверх по Ижме, обзавелся у местных жителей теплыми шапками и 2 парами пим. А на обратном пути попал на именины к хозяину дома, который почивал его самогонкой. Впрочем, жители этих мест отличались особой трезвостью, и, как отмечал еще один путешественник Мартынов, даже во время свадьбы гостям подносили не водку, а молоко. Первопоселенцы место для своего селения выбрали живописное, но небезопасное. Весной в половодье дома затапливало, друг к другу приходилось переправляться на лодках. Любопытный штрих: во время весеннего прилета гусей и лебедей в полузатопленных домах пожненцев невозможно было уснуть от грая и гвалта резвящихся на водной глади пернатых. Любовь к этой речной излучине птичьих стай разделяли и люди, никак не желавшие переселиться на более высокое место. И что же они надумали? Ни много ни мало. Прорыть канал, куда бы в половодье уносило лишнюю воду. Сказано, сделано. В 70-х годах XIX века упорные пожненцы сквозь скалистые грунты проложили удобное для реки русло. Убили сразу 2 зайцев, и деревню свою обезопасили от большой воды, и новые пойменные луга с сочной травой заимели.
после чего стали жить да богатеть. Последнее сравнение вовсе не красное словцо. В деревне, которая никогда не отличалась большими масштабами, возвели столько двухэтажных домов, сколько нигде в округе. Понятно, что хозяев этих хоромин после установления советской власти в покое не оставили. В Пожне, как впрочем и по всей стране, люди стали заложниками своего жилья. Едва ли не вся сильная половина Пожни рождалась, как говорится, с охотничьим ружьем в руках. Спрос на мягкую рухлядь не иссякал во все времена. До 1917 года здешние охотники доставляли свою добычу в Ижму, сдавали купцам. После революции они состояли в промысловых артелях, сдавая пушнину и дичь государству. Звание одного из лучших охотников Коми АССР носил пожненец Иван Хозяинов. Все четверо его сыновей сложили головы в Великую Отечественную. Тогда Иван Моисеевич вывел на охотничью тропу одну из своих дочерей, Клавдию, которая мужским ремеслом овладела в совершенстве. Во время войны несколько зим кряду отец с дочерью провели на зимовьях отдаленных урочищ, перевыполняя планы по сдаче государству лесных богатств. Тридцать 34 раза за годы Великой Отечественной войны вздрагивала, заходилась в надрывном плаче тихая Пожня. Именно столько похоронок пришло сюда за 4 уж чересчур долгих года. В Пожне, где все друг друга отлично знали, сложилась своя особая традиция проводов на фронт. За благословением новобранца заходили к участнику русско-японской войны Василию Трофимовичу Хозяинову. Кавалер 3 солдатских Георгиевских крестов в 1943 году, на самом пике войны и умер. Сильно переживал старик за страну, за молодых пожненцев, которых продолжала косить война. В тылу жизнь поддерживали женщины. Колхоз-бригадир в Пожне выполнял нормы, которые и позже, после механизации, не смогли перекрыть. Простые коми-бабы, взвалившие на свои плечи всю мужскую работу, еще злее, азартнее трудились после получения похоронок. А они не миновали ни одну здешнюю семью. Деревня Пожня, в отличие от многих северных сел и деревень, не только не исчезла с лица земли, но и продолжает держаться на плаву. Градообразующим здесь остается предприятие аграрного сектора, отделение племзавода Изваильский. Стоит отметить, что это стабильно развивающееся хозяйство в начале 2000-х годов перетянуло к себе крестьян и специалистов из других районов, а из некоторых населенных пунктов Ударского района, сюда, под Сосногорск, переехала самая активная, молодая часть жителей. Согласно переписи, в 2010 году здесь проживало 352 человека. Если вам понравились видеосъемки сел и деревень, вы можете посмотреть на моих каналах уже более 230 видеороликов, снятых в Усть-Куломском, Карткировском, Кайгородском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Ижемском районах, а также городском округе Ухта Республики Коми. Приглашаю всех моих подписчиков и зрителей подписаться на канал «Воздушный репортер» на платформе Яндекс.Дзен, где вы сможете продолжать смотреть мои видео в случае блокировки YouTube в связи с последними событиями. Также вы сможете найти мои видео на моей странице ВКонтакте. Ссылки вы видите на экране.